Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 23 июня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Якутии из-за лесных пожаров. Глава региона подписал соответствующий указ. Кроме того, СН Николаев сегодня работал в Нерюнгринском районе. Как продвигается ремонт аэропорта в Чульмане и программа переселения из аварийного жилья. Собака напала на 5-летнюю девочку, когда та пробежала мимо. У ребенка разорвано пол лица. Однако соседи утверждают, что пес безобиден. Мы пообщались со сторонами конфликта. Летом на улицах столицы можно наблюдать большое количество людей в нетрезвом состоянии. Почему алкоголь особенно опасен в жару? Прямую трансляцию с Эхо Улунхо наша компания покажет на 2 телеканалах: Якутия-24 и НВК Саха. Покажем и прямую трансляцию игр Дыгына. Сегодня СН Николаев работал в Нерюнгринском районе. Глава республики ознакомился с реализацией ряда национальных и региональных проектов. Подробности визита у Ирины Кичигиной. В первую очередь Айсен Сергеевич ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Чульман. Глава осмотрел взлетно-посадочную полосу и распорядился завершить работы в установленные сроки. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 38%. В следующем году продолжится строительство аэропортовой инфраструктуры. Я надеюсь, что и в дальнейшем работы будут проводиться строго по графику. Уже в этом году взлетно-посадочная полоса, как я уже сказал, заработает полностью к концу года, а уже в дальнейшем будет завершено и строительство других объектов, в том числе и нового аэровокзального комплекса аэропорта. И тогда, конечно же, Нерюнгринский аэропорт уже будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к международным аэропортам. Айсен Николаев отметил, что в Нерюнгринском районе успешно реализуются проекты по переселению из ветхого и аварийного жилья и строительству новых домов. Те нарушения, которые были допущены на первом этапе в поселке Серебряный Бор, удалось устранить благодаря вложению дополнительных средств из республики. В самом городе началась застройка жилого комплекса «Квартал Р», которую реализует компания «Колмар». Всего там планируется построить 26 новых домов, детский сад, школу и коммерческие объекты. Сейчас уже первые дома начали строиться, и мы надеемся, что уже на День города первые дома здесь в квартале Р, огромном новом квартале, красивом, абсолютно новом планировании, они будут уже построены и введены в строй. И, конечно же, это показатель того, что город Нерюнгри живет, развивается, идет вперед. Также Айсен Сергеевич осмотрел, как идет работа по ремонту уличной дорожной сети. В Нерюнгри в этом направлении проделана большая работа, которая уже идет к своему завершению. Вместе с тем, состояние улиц по городу вызывает много вопросов. Глава подчеркнул, что несмотря на ту помощь, которую оказывает Дорожный фонд республики и район, городской администрации необходимо отрабатывать более короткие сроки ремонтов. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Якутии из-за лесных пожаров. СН Николаев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил председатель Госком ОБЖ республики Дмитрий Лепчиков. Между тем, за неисполнение или нарушение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предлагается установить административную ответственность и налагать штрафы на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующий проект регионального закона рассмотрен сегодня правительством Якутии. Дмитрий Лепчиков пояснил, что подобная административная ответственность за неисполнение решений КЧС введена в других регионах страны. Так, в Краснодарском крае и Псковской области аналогичные законы действуют с 2003 года. Члены правительства поддержали законопроект. Принято решение внести его на рассмотрение Госсобрания Илтумен. Еще один мужчина утонул в озере в пригородном микрорайоне Марха сегодня, как сообщили нашему телеканалу в службе спасения Якутии. На месте происшествия работают водолазы. Для поисков тела используют гидролокатор бокового обзора. Информация дополняется.
Инспекторы ГИМС тем временем провели профилактические беседы с отдыхающими в Якутске. С жарой появилось множество несанкционированных пляжей. Купание в таких местах небезопасно для жизни. Беседовали с отдыхающими в рамках ежегодной акции «Вода – безопасная территория». Рассказали горожанам правила безопасного поведения на воде, о том, что важно следить за своими детьми для недопущения трагедии. Также выявлены дети, которые безнадзорно находились на пляже. С ними тоже поговорили и позвонили родителям. Отметим, на сегодняшний день в республике нет официально открытых пляжей. В том числе и городской пляж на 202-м микрорайоне официально закрыт для отдыхающих. Сейчас на территории Республики Саха-Якутия проводится акция «Вода – безопасная территория». В рамках этой акции проводим совместные патрулирования с сотрудниками ПДН, со службой спасения, также сотрудники ГИМС о недопущении несчастных случаев на водных объектах, выявление несанкционированных мест для купания. Сейчас мы находимся на 202-м микрорайоне. На данный момент это место не оборудовано для купания, не взяты пробы песка, пробы воды, не дежурят спасатели. И мы не гарантируем безопасность вашего купания. Сейчас также упомянуть сотрудники ГИМС, сотрудники ПДН, службы спасения проводят профилактические беседы с населением вблизи водных объектов. Особое внимание обращаем на детей, чтобы дети всегда были под присмотром взрослых. По факту нападения собаки на 5-летнюю девочку в столице проводится процессуальная проверка, сообщили в МВД республики. Напомним, инцидент произошел 15 июня. Собака укусила ребенка за лицо, оставив глубокие рваные раны. Сейчас девочка проходит медицинское лечение. Ульяна Шагина встретилась и пообщалась с участниками инцидента. Вот эта собака покусала детей. Район строителей Халтурина. Беспородная собака рыжий обитает здесь уже порядка 10 лет. Жильцы близлежащих домов утверждают, что она совершенно безобидная и не верят, что такая душка могла растерзать ребенку половину лица. Каких нареканий не было никогда. Мы даже подкармливали ее, потому что он подойдет, он тебя бодает, он просит, кушать просит. Он добрая собака, вообще добрая. Инцидент произошел 15 июня. Собака напала на девочку, когда та, играя вместе с братьями, пробежала мимо нее. Животное выбрало себе в жертву маленькую девочку. Результатом нападения стала глубокая рваная рана на правой щеке. Ребенка срочно доставили в медицинский пункт, где наложили несколько больших швов. И вот результат на лицо. Порванная рана была. И 2 резинки поставили. Глубокий порез. Зашили. В медцентр обращались. В полицию обратились? В полицию в тот же день обратились сразу же тоже. По словам отца ребенка, в прошлом году эта же собака напала и на его старшего сына. Из-за незначительных ран родители тогда никуда не обратились. Но мальчик хорошо запомнил тот случай. Когда я вышел на улицу, а потом я увидела, а потом через него прошел, а потом он меня укусил. Ты просто мимо проходил возле собаки, да? Или ты гладил ее? Не гладил. Просто мимо проходил, она на тебя напала, да? Угу. И что она тебе сделала? Укусила. Куда? За глаз. В этот раз родители незамедлительно обратились в полицию. Участковыми уполномоченными полиции в данное время проводится работа по установлению владельцев агрессивного животного. В рамках процессуальной проверки участковыми уполномоченными полиции проводится подворовый обход для восстановления владельца животного. В случае его установления он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Чисто по счастливой случайности паспорт собаки наша съемочная бригада смогла обнаружить у одной из жительниц той же улицы, на которой произошел инцидент. Откуда у вас документы? Объясните? Мне их дали. Кто-то. Соседка. Получается, это соседская собака? Это не соседская, просто она помогает собакам всем. Лечила соседка собаку или нет, и кому же все-таки принадлежит пес, установит в полиции. Это важно, потому что административное и даже уголовное дело могут завести только на владельца, а за уличную собаку отвечать некому. Не отвечают за них и в благотворительном фонде «Помоги выжить». Это бывший пункт передержки собак и кошек. Здесь их стерилизуют, чипируют и выпускают на волю. Директор фонда уверена, что собака хозяйская, так как чипированные животные не агрессивные. Они не подходят, если подходят, понюхают, поластятся и отходят. А хозяйская собака действительно нападает. Но это, естественно, в полицию, и надо выяснять, кто хозяин, и в дальнейшем принимать решения. Были уже такие случаи, что делать дальше с этой собакой. То есть посадить ее на пожизненно, так как она проявляет агрессию, и опять же посадить к нам.
Сегодня в фонде находится порядка 400 собак. Из них 40 агрессивные, которых никогда не выпустят. Остальные же уже в скором времени заполонят столичные улицы. И с ними ничего нельзя сделать, так как федеральный закон их защищает. Сюда могут доставить и рыжего. Но после того, как ситуацией заинтересовались в СМИ, он испарился. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Летом на улицах столицы можно наблюдать большое количество людей в нетрезвом состоянии. Они не только пугают горожан, но и нарушают общественный порядок. Вместе с тем врачи-наркологи сообщают, что употребление спиртного в жару пагубно влияет на психоэмоциональное состояние человека. Подробнее о вреде алкоголя в жаркую погоду расскажет Дмитрий Тымыров. В эти дни, когда температура воздуха бьет рекорды и жара не спадает, усиливается работа сотрудников правоохранительных органов. Большое скопление людей в нетрезвом состоянии традиционно отмечается в районе городского автовокзала. Но большая часть из них – это бомжиры, от которых, по их словам, отказались родные, либо приехали в город погостить и не могут обратно уехать. А вы сами откуда? Я с Чурапчи. А почему домой не можете поехать? Что мешает? Ну, сказали. Деньги нужны. А сколько стоит проезд и есть ли у вас родственники, которые могли бы вам помочь? Нет, не поможешь. А сколько вам лет? У вас есть дети? А? Сколько лет вам? Мне 40. А дети есть у вас? У меня сын есть. Многие из них уже не хотят вернуться к нормальной жизни. Вообще вы хотите реабилитироваться и прийти в нормальную жизнь? А куда можно идти? Ну как вообще, как нормальные люди устроиться на работу и так далее? Нет, Не хотите? не хочу, потому А что почему? я там была. Вы не хотите восстановиться, прийти к нормальной жизни? Если будет такая помощь, если мы сейчас попросим, чтобы вам помогли. Между тем, по словам сотрудников полиции, к людям без определенного места жительства часто присоединяются и граждане, которые просто ушли в глубокий запой. И именно такие люди сегодня нарушают общественный порядок. Довольно-таки часто подобные правонарушения бывают. Место общественное, большая посещаемость у данного объекта, так сказать. Поэтому практически ежедневно поступают сообщения о подобных правонарушениях. Кто-то составляется протокол на месте, получается, административные. Кто-то направляется в медицинские учреждения, куда относится наркологический диспансер города Якутска. Тем временем в такую жару врачи рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков. По их словам, алкоголь и жара несовместимы. Когда человек злоупотребляет алкоголем, да, не один, не 2 дня, а несколько дней подряд, бывает до нескольких недель. И наступает состояние, которое он уже переносить самостоятельно не может, да? То есть начинается тремор, головная боль у него, тошнота, рвота. В общем, все признаки тяжелой интоксикации. Вместе с этим врачи отмечают, что у людей, употребляющих в жаркую погоду спиртные напитки, часто диагностируются серьезные психоневрологические отклонения. Поэтому врачи рекомендуют в жару не пить алкоголь, а больше употреблять воду, носить головной убор и одеваться по погоде. Дмитрий Тымыров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Сейчас к эпидобстановке за сутки выявлено 95 новых заражений коронавирусом в регионе. Из них в Якутске 57, в Алданском районе 7 случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Нерюнгринском по 5, в Авено-Бытантайском 4, в Вилюйском 3, в Аймиконском, Сунтарском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 2 случая и в Верхневилюйском районе 1. Лаборатории республики провели более 1100 исследований на ковид. Кроме того, в Якутию поступило всего 214 тысяч доз вакцины с начала пандемии. Первый компонент получили 193 тысячи человек, второй – 158,5 тысяч якутян. Если вы планируете отпуск, командировку или выезд, обратите внимание на те правила, которые действуют в субъекте Российской Федерации, в которую вы собираетесь выехать. В связи с тем, что в ряде субъектов Российской Федерации уже внесены ограничительные меры на въезд в субъекты с точки зрения именно наличия сертификата вакцинального или соответствующего анализа ПЦР 3-суточной давности. Сегодня на оперативном штабе глава Республики Саха-Якутия обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость регулирования миграционного потока
между улусами республики и населенными пунктами через институт вакцинации. Кроме того, глава Якутии на совещании Оперштаба сегодня уделил внимание безопасности проведения игр Манчары в Горном Алусе. Айсен Николаев подчеркнул, что эпидситуация в регионе остается непростой. Незначительный спад заболеваемости, который сегодня наблюдается в ряде районов республики, в любой момент может смениться ростом из-за завоза инфекции извне. Поэтому необходимо усилить темпы вакцинации, отметил глава. В Горном Алусе заболеваемость не снижается, а вакцинация среди населения идет крайне низкими темпами. Если за оставшееся время данные показатели не улучшатся, то по предложению главного санитарного врача республики формат проведения игр Манчары может быть изменен. Игры должны пройти с 6 по 11 июля в селе Бердигистях. Долгожданное лето приносит не только тепло, но и ряд бытовых проблем. В июне ежегодно зацветают тольниковые ивы, пух от которых доставляет массу неудобств жителям городов. О том, как борются с проблемой в Якутске, в материале Петра Васильева. Тот самый пух, воспетый в 90-х, заставляет жителей Якутска прослезиться не от ностальгии. Это настоящее испытание для аллергиков и горячая пора для коммунальщиков. Сугробы летнего снега метут, деревья рубят, но каждый год все повторяется заново. Если жители центральных городов России летом страдают от цветения тополя, то в столице нашей республики летняя пора неразрывно связана с цветущим тольником. Его пух летает в воздухе, оседает на тротуарах, проникает в дома и автомобили. И даже может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции. Ну, аллергию вызывает. Я вообще на таблетках от этого пуха. Угу. У нас вообще во дворе один тольник вот этот. В квартире просто снег. Просто снег. Вот там вот на Орджоникидзе. Вот от этого пуха. Я не думаю, что я одна страдаю. Нет, вы не одна. Вот так. Вырубили бы его и посадили березы. Или шиповник, или что-то еще. Но это вообще... И там грибка на нем полно уже. А он же старый. Стволы уже вот такие вот. И грибки всякие, мухи. Ну, туда-сюда заходит. У вас аллергия? Нет, не аллергия. Просто мешает дышать. Мешает дышать? Да. Страшно. Страшно? От пуха? Да. Вдруг глаз попадет. Сегодня неприхотливое дерево растет почти в каждом втором столичном дворе и практически на всех улицах города. Поэтому с приходом мая и июня горожане начинают наблюдать у себя в квартирах небольшие сугробы летнего снега. Ранее власти города вели борьбу с тольниками, однако сейчас все работы приостановили. Если где требуется в центре города, можно проводить работы по обрезке тальников, либо по вырубке, но нужно учесть, что вырубка требует компенсационной посадки. То есть, когда происходит вырубка одного тальника, нужно посадить 2 дерева. То есть, либо это береза, либо это лиственница. Нужно уже смотреть, что у нас в наличии есть. В этом году у нас запланированы посадка берез, лиственниц, сосен из кустарниковых насаждений. Это будут боярышники, желтые акации. Из деревьев также местами посажены яблони. Как отмечают специалисты, цветут и распространяют пух не все деревья, а исключительно женские особи. При этом сам пух аллергеном не является. Он собирает на своей поверхности пыльцу других растений и трав, которые вызывают негативные реакции у человека. Для того, чтобы обезопасить себя в период цветения тольника, специалисты советуют реже выходить на улицу в сухую и жаркую погоду. Не допускать попадания пуха в помещение. Здесь хорошим средством защиты станут москитные сетки. Также регулярно проводить влажную уборку, а при выходе из дома надевать маску. В случае сильной аллергии необходимо обратиться к врачу. Петр Васильев, Александр Нестеров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Стратегия цифровой трансформации затрагивает почти все сферы – транспорт, экологию, предпринимательство, туризм и даже сельское хозяйство. И развитие единого информационно-технологического пространства в первую очередь зависит от профессионализма специалистов сферы телекоммуникационных услуг. О работе местного телеком-оператора расскажут наши ленские коллеги. Представители предприятия «Артик Телеком» с рабочим визитом посетили Ленский район. Цель поездки – ознакомиться с работой телецентра. Предприятие в мае было реорганизовано в акционерное общество. По словам Александра Николаева, представителя отдела эксплуатации и развития «Артик Телеком» города Якутска, изменения в лучшую сторону коснутся работы всех филиалов компании. Касательно Ленска, скажу, что у нас на самом деле уже подготовлена проектная документация на строительство расширения нашей существующей сети связи. У нас есть планы по строительству новых сетей
в новых кварталах, новых зданиях. В планах у предприятия, которые будут постепенно реализовываться уже начиная с этого года, расширение сети, подключение новых абонентов, предоставление новых услуг связи, цифровых сервисов, видеонаблюдения и многих других. Также запланировано в ближайшее время подключить к оптоволокну еще несколько многоквартирных домов в городе Ленске. Всем желающим предприятиям и физическим лицам. Также мы через спутниковый канал пока еще работаем в некоторых населенных пунктах нашего района. Услуги, предлагаемые компанией провайдера Arctic Telecom, считаются лучшими в городе. Хорошая скорость передачи данных, увеличение пропускной способности каналов, опытные специалисты, инженеры всегда готовы проконсультировать, сделали свое дело. И это несмотря на то, что сегодня у компании есть конкуренты. Сейчас испытываем сильную конкуренцию, но стараемся, боремся за абонента, в том числе и ценовой политикой, и в первую очередь качеством обслуживания, работа с абонентом. Уделение внимания абоненту. Надо сказать, что сегодня в Ленске большая часть населения пользуется именно этим провайдером и советует его своим друзьям и близким. Александр Скробов признается, что очень приятно иметь благодарную клиентскую базу, которая еще вносит свой вклад в развитие предприятия, помогая увеличивать число абонентов, подключившихся к высокоскоростному интернету. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Первая летняя смена проходит в 18 детских лагерях с дневным пребыванием и в 9 учреждениях труда и отдыха в Мирнинском районе республики. Они открылись 5 июня на базе 17 школ и 6 учреждений дополнительного образования. Отмечается, что в лагерях соблюдаются все санитарные правила. В период повышенной готовности всего на организацию летней занятости детей в Мирнинском районе выделено свыше 43 миллионов рублей, из которых 9 миллионов из республиканского бюджета. Также предусмотрено софинансирование со стороны Центра занятости района в размере порядка 950 тысяч рублей. Далее о спорте. В Якутске завершилась спартакиада молодежи России по шахматам. Все подробности турнира в материале Александра Нестерова. Все ребята показали отличный результат, но решающую роль сыграла партия между членом сборной Приморского края Аленой Бегунковой и якутянкой Анастасией Андреевой, в которой наша спортсменка уверенно выиграла и обеспечила победу якутской команде. Так, по положению, те команды, которые завоевали первые и вторые места, они будут защищать честь нашего федерального округа на уровне России. Здесь проходится второй этап, и по этому завершению финальный час пройдет в городе Уфа. Соревнования прошли в столице республики с участием двух команд – Якутии и Приморского края. Каждая команда была заявлена в составе 4 участников – 2 юношей и 2 девушек 2001-2004 годов рождения. В состав нашей сборной попали Никита Пестряков, Амуо Кириллов, Нергуяна Байшева и Анастасия Андреева. Ребята готовились к этой спартакиаде очень усердно. На протяжении всего пути их поддерживал и тренировал Роман Ганжуров. Как отметил старший тренер, во время подготовки возникли некоторые сложности со временем проведения спартакиады. Сложности какие? То, что сроки вот именно второго этапа, они были общероссийские, и они наложились на экзамены. Там, кто учится, это сессия, студенты, школьники ЕГЭ сдают, так что тут были определенные сложности, так сформировать график, чтобы смогли участвовать. Всероссийский финал пройдет в городе Уфе в августе месяце. Это хорошая возможность заявить о себе на мировом уровне. Яркий пример тому Аина Егорова, первая чемпионка мира по шахматам из Якутии среди детей. На торжественном закрытии участников поздравил президент Федерации шахмат Республики Владимир Егоров. Он отметил возрастающий интерес и хорошие предпосылки для будущих достижений детей и молодежи. Мы надеемся, что в скором будущем у нас появятся и мастера спорта, молодые шахматисты. Сейчас у нас не так много мастеров по шахматам, да, но мы надеемся не только мастеров воспитать, но в будущем и гроссмейстеров. Особо хотел бы отметить нашу команду шахматистов Республики Саха-Якутия, которые вот в 4 домашних видах, проведенных у нас в Якутске, единственные смогли завоевать первое место. Молодцы! После награждения ребята сразу же приступили к тренировкам, ведь уже в августе они будут защищать честь всего Дальневосточного округа в финале Всероссийской спартакиады. Александр Нестеров, Джуласан Иннокентьев, Якутск.
Прямую трансляцию Эсэхо Лонхо национальная вещательная компания покажет на 2 телеканалах: Якутия-24 и НВК Саха. Так, 26 июня в 11:00 начнется торжественная церемония открытия. Праздничная программа продлится 2,5 часа. В 19:00 телеканал покажет конкурс исполнителей Олонхо среди взрослых, молодежи и детей. Трансляция конкурса сказителей Олонхо продолжится 27 июня в 10:00. В 17:00 культурная программа завершится церемонией закрытия национального праздника Эсэхо Лонхо. Кроме того, наши телеканалы будут вести прямую трансляцию соревнований по национальному многоборью «Игры Дыгына». Прямой эфир 26 июня стартует в 16:00 и будет длиться 3 часа. 27 июня в заключительный день состязаний 5-часовое прямое включение начнется в 12:00. Отметим, что на телеканале Якутия-24 впервые соревнования будут транслироваться с комментариями на русском языке. Эфир можно будет посмотреть на сайтах каналов во вкладке «Прямой эфир», а также в приложении Smart TV и в мобильном приложении НВК Саха для iOS и Android. Напомним, традиционные спортивные состязания Эсэхо Туймады в этом году пройдут без зрителей. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше получите вакцину. Всего доброго и до свидания.